Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Итоги неплохие, но впереди много работы. Сухумская городская администрация отчиталась о проделанной в 2015 году работе. Наш дом Абхазия. Брифинг руководителей новой организации. А спорт Адуней в 3D. Спортивная передача вышла в новом формате. Президент Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Стратегия утверждена с целью определения основных направлений государственной политики в решении задач социально-экономического развития Республики Абхазия. В администрации столицы подвели итоги работы за 2015 год. На расширенном собрании руководители структурных подразделений столичной администрации подробно отчитались о проделанной работе и рассказали о планируемой. Репортаже Сиды Малия. В приоритете работы столичной администрации создание необходимых условий для комфортного проживания и деятельности граждан. Это касается экономической, культурной, социальной и образовательной сфер жизни граждан. При городской администрации функционирует ряд структурных подразделений, в которых и занимаются работой в этих направлениях. О финансово-хозяйственной деятельности предприятий в Сухуми рассказал Леон Кварча. Из 990 предприятий и организаций, представивших финансовую отчетность, реальную деятельность вели около 56%. Эти данные говорят о небольшом росте функционирующих предприятий, но в то же время свидетельствуют о росте их количества. Что касается деятельности индивидуальных предпринимателей, количество их достигает более 2500, что на 9% выше показателей 2014 года. Рост их числа в основном обусловлен изменением организационно-правовой формы юридических лиц в целях оптимизации налогообложения. При этом наибольшее количество индивидуальных предпринимателей, около 73%, традиционно заняты в сфере торговли. В этом же сегменте произошел их наибольший рост по сравнению с 2014 годом. Далее следует сфера услуг, в которой занято около 25% индивидуальных предпринимателей. К сожалению, в сфере производства в городе Сухум задействовано всего 58 индивидуальных предпринимателей, которые специализируются в основном в пищевой отрасли. Данный факт обусловлен как субъективными, так и объективными причинами. Что касается работы, проведенной и осуществляемой экономическим блоком администрации, необходимо отметить, что ведется работа по повышению эффективности использования муниципального имущества. Для этого планируется снизить ставки арендной платы на объекты. Также начата проработка вопроса по организации Центра поддержки и развития предпринимательства. О плодах работы управлений в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и проводимой работе Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации рассказала начальник управления образования столицы Людмила Адлиева. Что касается работы в сфере здравоохранения, то за прошедший год на нужды медучреждений и столичного бюджета было выделено 12 миллионов 84 тысячи рублей. Эти деньги направлены на приобретение препаратов для лечебно-профилактических работ и на закупку медицинского оборудования. Что касается работы в сфере социального обеспечения, то согласно запланированной работе была оказана финансовая помощь детям, подросткам и семьям различных категорий граждан. В общей сложности за 2015 год в рамках программы соцобеспечения было выделено 18 миллионов 928 тысяч рублей. О жилищно-коммунальном хозяйстве города рассказала Елена Отепина. В структуру подведомственных организаций коммунального управления администрации входит 6 организаций, на которые возложены функции по поддержанию чистоты в городе, бесперебойной подачи воды в дома горожан, по улучшению состояния дорожных покрытий и так далее. Так, за прошедший год выполнен ряд работ по очистке и промывке ливневых стоков, открытых каналов, подземных переходов, обновлены покрытия дорог и тротуаров на улицах столицы. Также проведены капитальные ремонтные работы и частичная замена трубопроводов и коллекторов. Что касается водоснабжения города, то в муниципальном управлении водоканал на насосных станциях были проведены ремонтные работы, заменены трубы. На насосных станциях 2 и 3 произведены работы по замене двигателей, а также на подкачивающей насосной станции по улице Дагестанская. На насосной станции номер 2 Учхоз произведена замена водовода диаметром 500 мм от подкачивающей насосной станции до резервуара 520 погонных метров, что значительно сократило потерю воды, а также выполнена работа по углублению и изменению русла реки, что позволило обеспечить увеличение дебита воды и бесперебойную подачу без графика в летний период. Что касается исполнения доходной части бюджета Сухума за 2015 год, то он составил 991 миллион 277 тысяч рублей.
рублей. Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил около 24%, что говорит об инфляционном росте. В Сухуми действуют крупные предприятия и компании, которые являются бюджетообразующими. Чуть более 480 миллионов рублей поступило в качестве подоходного налога. Глава администрации Сухума Адгур Харази в своем выступлении отметил, многие проблемы, существовавшие долгие годы, сложно решить единовременно. Такого подхода, в частности, требуют проблемы жилищно-коммунального характера. Однако пошагово удается решать многие проблемы, и к некоторым из них приступят в ближайшее время. К примеру, в скором времени начнут очистку русел рек, пересекающих городскую черту. Глава администрации обещал, что эти работы будут произведены в течение месяца. Также в планах проведения работ по освещению городских улиц. В особенности это касается отдаленных от центра районов. Планируется продолжить ремонтные работы дорог, которые выполняются на средства из собственного бюджета. В планах продолжить ремонт и замену водопровода. Глава города отметил, что на его имя приходит множество коллективных заявлений от горожан. В частности, они связаны с просьбой установки лифтов в многоэтажных домах. Адгур Харази отметил, проблема с лифтами для города практически глобальная. Арбитражный суд, парламент гетоп, схерхуни схарстаху. Уже жилищное управление хама четко усрудзом инкалан якоб. Юнизки жеш обсерзе, усзвит, юнизки жахаш обсерзе, а лифт квазик кайтетха, решение арцот судья арестава. Нас лифт квазик жахаш обсерзе азазер. Нас хахиш минаш кваш ареставалах. Уиш заколцалаб кран храниказы. Абиза цаладу састауит. Аби юнизки жеш обсерзе парирам тазер абриз лагайзе. В этом году горожане ожидают особенного праздника, к которому в администрации активно готовятся. Речь идет о праздновании Дня города. Основная концертная программа запланирована на территории Сухумской крепости. К облагораживанию территории городские службы приступили несколько месяцев назад. Для того, чтобы праздник прошел на высоком уровне, сообща работают сотрудники нескольких управлений. Глава администрации призвал и горожан приобщиться к общему делу. Завершая свое выступление, глава города выразил благодарность сотрудникам администрации и управлений за проделанную работу. Асида Малия, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. В Сухуми на презентации общественной организации «Наш дом Абхазия» состоялся брифинг. Руководители организации Рауль Лолу, Алхаст Хагушев и Константин Пиля рассказали о целях и задачах объединения, а также ответили на актуальные вопросы общественно-политической жизни Абхазии. Подробности в репортаже Беллы Кварча. Каждый, кто живет в Абхазии, должен чувствовать себя спокойно и комфортно, как дома. Поэтому и название такое «Наш дом Абхазия», отметил Рауль Лолуа, открывая брифинг. Он подчеркнул, что именно с этой целью организация ставит перед собой ряд задач, которые призваны улучшить социально-экономическое положение в стране, сделать жизнь людей лучше. Что мы будем делать? Укреплять институты гражданского общества, защищать права и свободы граждан, отстаивать принципы верховенства закона и развивать политическую культуру, объединять усилия граждан, направленные на достижение общего благополучия, и формировать общественное мнение по любым вопросам, доводить их до широкой общественности и органов государственной власти. Почему новое объединение выступило в форме общественной организации, а не политической партии? Есть ли планы преобразоваться в новую партию? На эти вопросы Рауль Лолу ответил, что в общественной организации есть все возможности для выражения своего видения того или иного вопроса. А планов таких и целей на данный момент у них нет, как и намерения войти в консультативный совет при президенте. Мы не отказываемся от общения, мы готовы разговаривать. Конечно же, здесь никаких вопросов не может быть. Но еще раз, здесь нужно понимать, чтобы серьезно подходить к этим вопросам. Кто организовывает, он должен нести за это ответственность, потому что организовать для того, чтобы оно было нерабочее, и через месяц-два рапортовать о том, что оно не работает, извините, то смысл какой тогда? Объединяться с какими-либо общественными организациями или войти в определенную партию «Наш дом Абхазия» не планирует. Тем не менее, здесь считают, что нужно выработать конструктивный тип взаимодействия всех организаций и уходить от конфронтационного тона общения. Я когда еще учился в школе, я некоторых наших политиков видел по телевизору. Вот мне уже больше 40 лет, они до сих пор на сцене, до сих пор объединяются, до сих пор собираются. Конечно, очень хочется видеть, что все-таки
на нашей политической арене должны уже выйти новые люди. Хотим новые какие-то вещи услышать. Вот это очень важно, потому что так же мы и будем двигаться, как и двигались последние. Я не говорю, что это плохо, очень много сделали эти люди. Но нужно уже по-другому выходить на другой уровень. Участвовать в выборах в парламент или в местное самоуправление организация не будет, по крайней мере до тех пор, пока существует нынешняя выборная система. Такие вопросы пока в организации не стоят. У нас слишком много сегодняшних других вопросов и проблем, на которые мы все-таки хотели бы сакцентировать внимание нашей общественности. Кресло, это, конечно, очень здорово, но мы видим, что разные люди приходят, садятся в кресло, потом уходят, а в общем системно мало что меняется. Вопросы журналистов касались самых разных проблем общественно-политической жизни страны. К примеру, о том, как они оценивают намерения оппозиционных сил провести в стране референдум. В организации считают, что референдум не решает в принципе проблем, которые назрели в обществе. Сегодня вся система, то, о чем Рауль говорил, она завязана на одного человека сегодня. И опять мы будем участвовать в каких-то промежуточных выборах, которые, в общем-то, мало имеют реального политического влияния, да, на процесс. Завтра мы будем иметь опять президентские выборы, и опять, в общем-то, мы будем всей страной убиваться по поводу того, в чьи руки попадет вся власть в стране. Это неправильная система. Рауль Лолуа подчеркнул, что члены организации не сторонники каких-то переворотов и вооруженных действий, но призывают людей, которые сегодня во власти, чтобы те твердо принимали решения по реформированию государственной системы. Было и заявление по вопросу продажи недвижимости иностранцам в Абхазии. У организации есть четкое мнение по этому поводу. Вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам сегодня давать эту возможность нельзя. Есть форма, которую мы сейчас предлагаем, разговариваем, общаемся с определенным кругом лиц, организаций, и мы хотим выйти с предложением, чтобы в парламенте внести закон о моратории на продажу недвижимости. Представители организации дали оценку работе МВД, выразили свое отношение к добыче нефти в Абхазии, введению НДС, проблемам паспортизации жителей Галского района, а также к борьбе с коррупцией. Какая борьба может быть с коррупцией, если человек не боится, если он украл денег у государства, если он залез в казну государственную, вытащил оттуда денег на свои личные интересы, и понятно, потом у него прикрытие есть, у него в парламенте есть прикрытие, в исполнительной власти есть прикрытие, у него родственники есть. И вот это собирается и начинается вот этот гудеж. А власть в этом плане слаба, она не может создать, она не может прикрыть ту же прокуратуру, ту же силовую структуру всю. И все, и происходит что? Провал происходит. Тогда зачем мы вообще об этом говорим? Организация «Наш дом Абхазия» зарегистрирована в Минюсте 18 января этого года. Ее бюджет будет формироваться из обязательных и добровольных взносов и пожертвований. Руководитель организации избирается сроком на 2 года. Балакварча, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Фонд социально-экономических и политических исследований АПРА, политическая партия Амцахара, республиканская общественная организация Кераза и группа ветеранов Отечественной войны народа Абхазии в количестве 10 человек выступили с заявлениями в поддержку инициативы группы граждан по проведению референдума о необходимости проведения досрочных выборов президента Республики Абхазия. Мы считаем, что эта инициатива строго соответствует национальному законодательству и таким образом не выходит за рамки правового поля и демонстрирует высокую политическую культуру общества, отмечается в частности в заявлениях. Свое мнение о возможности проведения референдума высказали в интервью абхазскому телевидению депутаты Народного собрания. Вопрос вроде бы она и понятная, абсолютно и непонятная. По одной простой причине, 1,5 года тому назад наш народ провел этот плебисцит, где была активная политическая конкуренция, где участвовали 4 кандидатов в президенты, и в конкурентной борьбе Рауль Хаджимба одержал победу. За год его правления ничего такого в нашей стране не произошло, чтобы проводить очередной плебисцит. Президент не находится в конфликте с судебной властью, с исполнительной властью, с законодательной властью. И как это у нас было, к большому сожалению, в 2014 году, когда президент игнорировал решение парламента о
незаконной паспортизации. Есть процедуры подготовки, принятия решений и проведения решений. Референдум может считаться проведенным, если в ней примут участие половина наших граждан. У нас избирателей около 140 тысяч. Соответственно, где-то 65-70 тысяч избирателей должно принять участие в плебисците, чтобы его признать законным. Вы поймите одно, что та политическая сила, которая может пригласить наших граждан в количестве 65 тысяч, это политическая сила, которая может спокойно избрать себе президента. Если мы хотим открыто участвовать в политической борьбе, у нас на носу выборы в местные органы власти. И я скажу вам, многие партии, движения активно участвуют в этом. Через год у нас выборы в парламент Республики Абхазия, где готовятся все партии и движения. Готовиться надо к этому. Надо выигрывать эти выборы. Тогда можно, понимаешь, влиять на политическую силу в стране. А такими методами она просто... Я не считаю, что такими методами мы просто будем раздражать наше население, не более того. Последние несколько лет Российская Федерация, за что огромный ей поклон, протянула нам руку финансовой помощи. Но как мы ей воспользовались, тоже мы знаем. И тогда, когда это все делалось, все эти люди не видели никакого кризиса, когда это разворовывалось налево-направо. Когда незаконно раздавались гражданам Грузии абхазские паспорта, эти люди не видели этого кризиса, они не считали это кризисом, они считали, что это законно, что прошлая власть в Гальском районе создавала объединенную площадку абхазо-грузинскую, где потом это все должно было распространиться на всю территорию Абхазии, Грузии, мы бы так тихо и подошли бы к созданию объединенного абхазо-грузинского государства. Все это было, мы это все прошли, и люди это все помнят. В конце концов, меня лично, как гражданина, как человека, абсолютно не пугает. И власти, я думаю, что их не должно это пугать, плебисцит. Пусть народ скажет свое мнение. Это законное право этих граждан, которые обратились. Если все будет делаться в рамках закона, то они на то имеют право. Но главное, чтобы это не привело к дестабилизации. Надо просто к этому относиться очень внимательно, четко, без никаких нарушений законов. Надо все усилия приложить к тому, чтобы все силы нашего общества, все политические партии, общественные движения, было бы здорово просто, чтобы они все-таки объединились и вместе работали бы на страну. Я еще раз говорю, это их право, но желательно, чтобы пусть так получится, чтобы мы до той меры не дошли, пусть мудрости хватит у нашего руководства и у оппозиционных сил, чтобы все-таки они нашли общий язык и решили бы вопрос другим путем, просто объединившись и на благо своей страны. Сегодня в рубрике «Агуанагара» мнение по обсуждаемому вопросу выскажется вице-спикер парламента Даур Аршпа. Смотрите сразу после новостей. В этой рубрике свое мнение также могут высказать руководители партий, общественных организаций, движений, общественные деятели. Актив и общественность Кварчалского района считают, что нет никаких оснований для проведения референдума по досрочным президентским выборам. Президент вполне дееспособен, не нарушал Конституцию, не сдает интересы абхазского государства. Отмечается, в частности, в заявлении. Личная неприязнь некоторых политических лидеров и просто «не хочу» Хаджимба не могут служить основанием для проведения столь серьезного мероприятия, как референдум, считает общественность Кварчалского района и призывает всех отказаться от идей, которые могут привести к разрушению молодого абхазского государства. Текст данного заявления активы и общественность Кварчалского района приняли в ходе собрания в администрации района, на котором были подведены итоги 2015 года. Перед активом и депутатами районного собрания выступили руководители управлений, администрации и глава района. Репортаж Сари Исмар.
Доходы бюджета Тхорчалского района выполнены на 115%. В бюджет поступило 46 миллионов 515 тысяч рублей, что на 6 миллионов больше, чем в прошлом году. При этом план по налогам был выполнен всего на 91%. Это связано с невыполнением объемов производства нескольких городских предприятий и организаций. Вместе с тем на благоустройство города администрации было направлено более 5 миллионов рублей. Проведена работа по улучшению электроснабжения, восстановлена телефонная сеть на нескольких улицах. Главным достижением местного бюджета является увеличение платежа за уголь. При плане 11 миллионов в бюджет района поступило 16 миллионов 964 тысячи рублей. Перевыполнение связано с погашением большей части задолженностей до января 2015 года. При плане 32 миллиона 15 тысяч рублей фактически поступило в бюджет 29 миллионов 105 тысяч рублей. Динамика есть. Поступило в денежном выражении на 3 миллиона 350 тысяч рублей больше, чем в 2014 году. Однако у нас не выполнены из 8 видов подконтрольных платежей налоговых. Не выполнили по 3 основным видам. Это такие как НДС, налог на прибыль и подоходный налог. В Тхорчалском районе 16 школ. Многие из них давно требуют капитального ремонта. Во многих образовательных учреждениях нет спортивных залов и инвентаря. А в одной из сельских школ нет даже освещения. Но несмотря на все эти проблемы, школы работают в обычном режиме. И более того, принимают активное участие во всех мероприятиях. В Бедийской школе в прошлом году заменены старые окна и двери. Также за счет средств республиканского бюджета отремонтирована кровля Чхорталской средней школы. Очень отрадно, что в отличие от предыдущих лет, вот в этом году все сельские школы в основном все принимают участие во всех проводимых внешкольных мероприятиях. Мы стараемся, как говорится, в прежнем режиме работать, не покладая рук. Учебный год начался своевременно. Единственное, что были сложности у педагогического коллектива наших школьников из-за того, что у нас был карантин. Глава администрации Тхорчалского района Аида Чачхали отметила неплохие показатели прошедшего года, но большого прорыва в социально-экономическом развитии района не произошло. Ни для кого не секрет, что прошедший год был не из легких и в экономической, и в социальной сфере, но тем не менее мы со своими плановыми показателями справились. При этом ощутимую поддержку мы получили из республиканского бюджета. Республика жила за счет своих средств. Да, мы не шиковали, но это были заработанные нами деньги. За нами остается долг по доплате к заработной плате работникам здравоохранения и образования за 6 месяцев прошлого года. Все остальные долги у нас закрыты. Второй вопрос повестки дня – активно общественно-политическая ситуация в стране. Некоторые присутствующие высказали свое мнение по поводу проведения референдума. Налоговая система очень даже развернулась. На очереди банковская система. Все заработало. Чем не угодил президент? А сейчас можем решать. Пусть немного зарплату повысили, пусть немного пенсию повысили, обещают еще что-то делать. Как это так? Вместо того, чтобы помочь президенту, мы подставляем ему ножки? Я, например, считаю, что референдумы не нужны. Это волнение сегодня для народа. Но если есть люди, которые готовы провести референдум, это тоже их право конституционное. Есть президент, который даст ответ. А сегодня мне говорит, за или нет, это если будет референдум, я там скажу. А сейчас инициативная группа, давайте пойдемте на референдум. Это такую ответственность я на себя взять не могу и этим вообще не занимаюсь. Возвращаясь к теме социально-экономического развития Тхорчалского района, районной администрации намечен план работы на 2016 год. Благодаря инвестиционной программе начат капитальный ремонт дорог в городе. Также будет произведен ремонт и сельских дорог. Планируется ремонт центральной больницы, подвалов многоэтажных домов, канализационных сетей, водопровода и реабилитация скважин. Сария Смыр, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
Приятная новость. Дебютный полнометражный фильм «Мост» Наура Гармелия, в котором он также выступил в качестве сценариста, занял 3-е место на международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня», прошедшем в Ханты-Мансийске. Молодому режиссеру из Абхазии была вручена премия «Бронзовая тайга». Главные роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры: 10-летний школьник из села Баслах Аслан Хиба и отец режиссера Беслан Гармелия. Фильм был снят в Флорчале в 2014 году. Со 2 марта спортивная еженедельная передача «Спорт Адуней» выходит в новом современном формате. Теперь передача будет сниматься в виртуальной студии. Новый формат вещания. На Абхазском государственном канале запущена так называемая 3D-виртуальная студия. 3D-студия – это современная технология, требующая применения специализированных программ. Идея виртуальной студии состоит в том, что ведущий снимается на зеленом фоне, а компьютер дорисовывает виртуальные декорации, которые выглядят так реалистично, что подмену заметить практически невозможно. Буквально на днях у зрителей была возможность посмотреть и оценить еженедельную передачу от Гурагумба о «Спорт Адуней». Над первым выпуском программы в этом формате работали почти 20 дней. Спортивная передача существует уже 4 года. Долгожданного обновления студии ждала вся команда. Для меня лично это большая радость, как автора и ведущего этой программы. Это уже современный уровень. Новый телевизионный мир сегодняшний шагает очень быстро вперед в техническом плане. Мы уже снимаем на Mark II, и это позволяет снимать Full HD. И виртуальный мир своего рода настолько интересен, что можно работать и без суфлера. Это сложно, но интересно, это естественно. Ты рассказываешь людям, ты не читаешь. По словам директора общеобразовательных, развлекательных и спортивных программ АГТРК Роланда Бганба, к обновлению проекта шли на протяжении целого года. Переход в новый формат был сложным и долгим, так как техническая составляющая государственного телевидения оставляет желать лучшего. На сегодняшний день нет таких возможностей, чтобы выходить в эфир в новом современном формате. Но студию обновить все же удалось. Сейчас эту передачу мы снимали на фотоаппарат Mark II, потому что там есть разрешение HD и Full HD. Я думаю, что в перспективе у нас будет возможность не только эту спортивную программу, но и остальные передачи, которые будут соответствовать этому формату, потому что все будет зависеть от нагрузки передачи, от объема и от, естественно, идеи передачи. В рамках студии она снимается. Если в рамках студии снимается передача, то можно будет, естественно, разрабатывать, опять же, новую виртуальную студию. Как заверил Роланд Бганба, уже в ближайшее время зрители Абхазского государственного телеканала смогут увидеть еще одну передачу в новом современном 3D-формате. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Премьер-министр Артур Микваби подписал распоряжение, согласно которому 7 марта, понедельник, объявляется нерабочим днем. Рабочий день переносится на 12 марта, суббота. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, температура воздуха ночью 7-9, днем 16-18 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.